Друзья, всем привет! Вы смотрите на Задай подкаст. У нас сегодня особенный состав, не золотой, не платиновый, назовем его бриллиантовым составом. И почему он бриллиантовый? Потому что мечта Нурбека Карабала наконец-то свершилась. 4 лысых в одном подкасте. Во-первых, это Нурбек Карабала, глава Лиги Найза. Ассаламу алейкум. Эдуард Базров, главный тренер Дартим. Ассаламу алейкум. Фаниль Рафиков, мастер спорта по боксу. Будущий. Пока КМС. Меня зовут Михаил. Pound for pound бокс. Pound for pound боксе. Меня зовут Михаил. И после того, как Нурбек скажет какие-то важные слова, мы начинаем. Перед тем, как смотреть наш подкаст, а сегодня будет уйма интересно. Не зря с нами сидит Эдуард Базров. Он хочет рассказать про тонкости подготовки Шавхата и с кем он будет драться. Фаниль Рафиков в преддверии своего поединка на Fight Nights между Марифом Пираевым. Считаю, что это одно из событий этого года будет. За сколько гонорара можно или нельзя говорить? Говорить. Несколько, 50, куча миллионов тенге и больше тысяч долларов. Нет, 50 тысяч долларов. 50 не дерется. Не дерется. 50 тысяч долларов у него гонорар. Прежде чем это все смотреть, ребята, подпишитесь, поставьте лайки, напишите комментарии. Для вас это не сложно, для нас это нужно. Если кенты потом долг будут просить деньги. Я тебе скажи, сразу отдал. Что ж, у нас, во-первых, есть UFC. Наверное, начнем мы с него. Я извиняюсь за уважение, перебью. Я же не должен нарушать традиции. Насчет деньги в долг. Когда мне деньги в долг просят, а мне, на самом деле, очень часто звонят и просят деньги. И просят именно или в преддверии турнира, или после турнира. А я же, мы же, как всегда, промоушен на сегодняшний день, это же такая тема, где ты всегда что-то ищешь, в поисках партнеров. Я говорю, я ищу деньги сам. Он такой, давай. Вот такая. Тогда тоже я продолжу по поводу денег. В прошлом подкасте я рассказал интересную историю, как боец Гога Шаматава, ему подарили ключи от квартиры. Монстрой же ему. Ты уже говорил же про это. Так вот, продолжение истории. Продолжение. Ему подарили же тогда ключи от квартиры, и как бы не обманули, потому что просто ключи от квартиры подарили, а не квартиру. Вот, квартиру ему не подарили. И увидел, Фаниль назвал, я просто не хочу там имя называть, один там блогер. Он миллионник. Да, он миллионник, но он довольно с негативным, подтекстом, он там рекламирует всякие плохие вещи. Но в любом случае он, увидел этот рилс и подарил квартиру. Молодец. Деньги перевел, не квартиру, деньги перевел. На день. Да, он уже купил квартиру Гога. 50 тысяч долларов, кстати, да, перевел? Да, по-моему. Вот, Гога в Краснодаре себе купил квартиру. Красавчик. Да. В Краснодаре что, так дешево квартира? Может быть, какую-то там однокомнатную. 50 тысяч. Не в центре города. Прикольно, да, с ключом? Давай тоже видео запишем, ключи тебе подарили квартиру. А где квартиру? Ему так подарили же. Подарили. Ему тоже дарили, да. Все. Документы от квартиры. Не, подарили. За ремонтом, мне, кстати, писал, заезжать надо, ремонт уже делать. Все, надеюсь, все честно. Да, нет такого, нет. Да, теперь давайте про UFC. На самом деле там много всего было интересного. Мне кажется, несколько тем надо обсудить, потому что весь турнир охватывать смысла нет. Сегодня не так много тем. Во-первых, первый бой вечера. Нет, начнем не с главного, а с Бигзата начнем, ты что? Да, нокаут вообще шикарный с апперкота. И самое интересное, что до этого Каттону никто ни разу не смог нокаутировать. И вот Бигзат стал первым. Очень крутое возвращение после поражения Умару Нурмагомедову. Вот какие ваши были там, не знаю, эмоции? Я считаю, что и с Умаром не позорно. Очень хорошо подрался, отправил нокдаун первого номера на тот момент, да, там, не знаю, претендента, по крайней мере, о нем очень много говорили. Отправил, и вот в подтверждение этих слов, знаешь, вчера перед поединками вирусилось это видео, где Бигзат там роняет Умара. И когда я снова пересмотрел этот удар, я понял, что у Бигзата реально тяжелый удар. Хоть сверху, хоть снизу, хоть сбоку, хоть прямой. Попал, он реально тяжелый. Почему? Потому что он правильно говорит, что Умару попал чирком даже через руку, как будто бы, да? Но его так потряс этот удар, что он упал, и он был в нокдауне. И его вот это мастерство на классе, конечно, он вывез, там, чуть засушил, там, снизу начал вязать, потом перевернул и так далее, и так далее. Но при этом, при всем, удар именно правой рукой Бигзата, он был настолько тяжелый, что уже когда начинался первый бой, я думал, вот сейчас, вот так. Я почему-то не ожидал снизу, я ожидал сверху такой, из-под, как говорится, как колхозка называется, да, там, из-под попы, да, говорят, да, там, бедром, когда бьют. Но был апперкот настолько мастеровитый такой был, качественный, да, что вот аж за нашу казахстанскую школу бокса, действительно, казахстанскую, не зря говорят, что она крутая, она действительно, удар был действительно крутой. Я не знаю, что-то не дали бонус, да? Не дали. Кому дали? Канадцам дали.
канадца. Ну, канадцев было больше. Кстати, Девчонки дали, Ну, у него да? просто турнир в Канаде. этот парень канадец был? Да, 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 да. да. Когда выходил Бигзат, видели все, кричали, Да. гудели. И тут он его нокдаун отправляет, Ещё- нокаут отправляет. Быстрый такой. Да. Там даже добивать не надо было. 60. Да, на самом деле не надо было добивать. Он очень был потрясен. Красавчик, крутой бой. Я очень, ну, знаешь, как бы суета. Я же в поездке, там, интернет где-то не ловит, где-то файтпасс что-то показывает. Я вот в 3 часа ночи, кажется, да, начался, да? 3:30. Я включил этот бой, уже спать хочу. И такой на улице сел, чтобы не уснуть. Включил, такой сижу. Вон память. Банк! Нокаут. Я так рад был, во-первых, ну, то, что победил наш, да? А во-вторых, что это так быстро кончил. Сразу отключил, пошел спать. Единственный бой, который... Проснулся на бой Мадалена уже. Нет, уже Мадлена пропустил. я. Ага. Эдуард, я так понимаю, что Бигзат иногда же и Сосу тоже вместе, да, тренируются или нет? Нет, мы с Бигзатом вообще не знакомы. Пару раз я его видел, там на пару турнирах, а так мы не знакомы с ним. Ну, просто, ребята отзываются о нем, да, такой хороший парень. И слежу за ним тоже как бы. Он же в Триумфе занимается. Да, я понимаю, ну просто мне кажется, сейчас есть типа топовые там 57-61 ребята в Казахстане, и хорошо бы их все вместе как-то, какие-то хотя бы дни спаррингов Ну, они в устраивать. Америке же Ну, тренировались. кстати, вот мы на этот счет разговариваем, мы сейчас сотрудничаем, уже делаем спарринги с Акпротим, с Давлетом, вот с ними работаем. Ну, вот Али Видер поехал. Сейчас Эльби с нами на сбор поехал. Это очень хорошая идея, сделать сборную, как бы в одном месте собираться, тренироваться. Хотя бы те, кто в Алмате, остальные ребята тоже будут подключаться для нашего развития общего, чтобы ребята с друг другом работали. Я встретился до этого в Семипалатинске, в Семее, с Даниэлем Шагаем, с ним договорились. Он просто потом уезжал, он в поездках был в этих разных. Я тоже потом в поездках был. Мы никак не можем с ним встретиться, договориться, чтобы вместе работать начали. Там Махсум есть, там и вот Бекзат есть. Хорошие ребята. У нас тоже хорошие ребята есть. И актюбинские ребята тоже, Абек Агай, тоже будут подключаться. Элькин Куш тоже. И с ними тоже как бы вместе. Вот эти 57-61 как раз Так, у нас ну да. сильные. То есть прям Топовые малышей, ребята. да, собрать всех. Да, почему нет? Малыши. Опасно. По весу, конечно же, Да. малыши. Так-то да, особенно после нокаута Бигзата. Очень опасно стало. Мне по поводу Бигзата, что понравилось, тоже очень крутой настрой. Он, когда поехал в Америку, ну и в Канаду, в принципе, он выпустил там такой небольшой влог у себя в социальных сетях, и он там пытался разговаривать со всеми только на английском языке. Молодец. Молодец. Потому что он говорит, что да, типа, мне надо выучить английский. Он, когда давал, кстати, после матча интервью, тоже пытался на английском говорить. Сначала на английском сделал, потом чуть заволновался, уже им помогли, перевели. Но в любом случае круто, когда Ну, себя боец очень хорошо чувствовал. учит язык, потому что там тот же есть Азат Максум, он, Бигзат над ним как раз тоже во влоге смеялся, он говорит, типа, Азат так не делает. Даже понравилось то, что Корме вышел с микрофоном. Обычно на Да. первый бояне же не выходит. Ну, Ну, там, это да, там лютый прям- нокаут. А тут он Лютый прям нокаут, выбежал. Но это говорит о чем? О том, что Бигзата, его заметили первый раз с Умаром, потому что это как бы... Никто не соглашался на тот момент с Умаром драться, а этот пришел такой на веселе, еще уронил один раз. Ну, и то есть отзывы, повеселился. да, да. отзывы Молодец. многим специалистам понравился этот вот нокаут, и они ему предрекают большое будущее. Да, мне кажется, это украшением турнира было. Ну да, хотя турнир, в принципе, бодрый получился и так. Да, То есть да. там были и хорошие финиши. А я почему-то не понял, что это в Канаде происходит. Прикинь, я думал, это в Лас-Вегасе. Думаю, откуда столько канадцев? Квебеки. Да, приехали. это канадский турнир. Вот. Амбассадор Сен-Пьер был, кстати, этого турнира. Ну да, член Мгм. Зала Славы. Да. Это, в принципе, такой доминирующий чемпион. Еще тоже интересный момент, что если смотреть вообще на карьеру Бигзата, Мгм. то у него практически все финиши, в принципе. 10, да? Да, у него, по-моему, одно 11. поражение вне UFC. Вот у нас дрался Жолдашбек, который у Мгм. нас с Да, Дагестана они, кажется, на победил. Гран-при. Сула, На Гран-при Да, там дрались. было типа Бусидо. Гран-при, 3 боя за один вечер. И тогда в последнем бою вот проиграл как раз. Предпоследний. Желтоспек много кому попортил Хороший, да. рекорд. Мы сейчас в Таиланде с ним встречались Да. тоже. Он Да? там, да. До сих пор там? До Да, сих до пор. сих пор там, да. Не выездной. Да? Да. Арестовали? Ну, говорят. Паспорт забрали, да? Паспорта нет. Вот так. Паспорта нету, гони монету. Гони Вот. монету. И он реально очень многих ребят в таком Кровь весе, попил, да. ну, я не про Жолдашбека, а именно А. про Бигзата, что в 61, на самом деле, мало у кого есть нокаутирующая мощь, потому что маленькие же ребята. Не, очень серьезно. А он, да, очень Молодец. многих опрокинул. У него Рядом, и с ним, ноги очень рядом с ним, хорошие. когда он выходил, видел, с правой стороны шел такой невысокий парень, Канат его звали, Рахимов. Мгм.
Этот парень, он выглядит очень молодым, но он меня старше, кажется, на 2-3 года. Тренер, да, он в Да, Тримафе? он тренер, он очень такой... Был пацан на Сихуда похож, в октагоне чемпионом Дамир. октагона был, да? Да, да. Дамир. Вот это он его тренер изначально. Его тренер изначально очень... Мы, чтобы ты понимал, мы в свое время вместе дрались на соревнованиях. В Атырау он у Сашкарая тренировался. Вообще сам, кажется, семский алматинец. Кудаист он. У него очень сильная ударка. Руки, ноги прям тяжелые. И раньше, я помню, там на соревнованиях вместе дрались в Караганде, в Атырау. Ну, он, естественно, там на маленький вес 69 или 63, я не помню, 68, 58, что ли. Не-не, 60 чем-то. И тогда вот он сбоку шел. Вот именно его школа, она школа ударки. Очень хороший, такой активный и плотный. То есть вот он даже в тренировках, я помню, он даже не отступал назад, если уходит, только пропускает, ну, влево или вправо, и при этом дальше контратакует. Очень сильный пацан. Ну и чуть ложку дегтя. Когда ты говоришь, что он хорошо подрался с Умаром, он действительно его уронил, но там в одном из раундов был 10-8 счет. Не, ну понятно. Я к тому, что, вот мне кажется, как-то надо так сделать, я просто тоже не знаю как, может быть, у Эдуарда спросить, чтобы сохранить ему его ударку, то есть у него реально очень крутой там взрыв. При этом, чтобы да, борьба была. При этом, чтобы у него борьба была, потому что Умар в смысле показал, как типа нивелировать ударку можно, просто не попадать под нее и постоянно навязывать борьбу. И вот хорошо бы как раз, если мы говорим про какие-то сборы, ты в борьбе шаришь, плюс есть Асол Мабаев, который тоже очень хорошо борется, как-то вот, чтобы все друг друга приняли что-то. Асу, может быть, что-то в ударке возьмет. Да, на самом деле не надо, вот некоторые заблуждения большое входит, то, что начинают учить бойцов бороться как вольников, какие-то положения. Там на самом деле все элементарно, гениально, все просто. Это доказал Джек Маделена в бою. Просто под руки просовывал, разворачивал, Ты видел этот момент, да? оттягивал. Как он Да, челюсть убирал? я приму, Вообще да. молодец. То есть, к твоим словам, Миш, чтобы ударка не потерялась, просто основные моменты. Вначале в зародыше останавливаешь атаки. По-любому переводы будут, как бы, ну, они без этого никак. С грэпплингом все смешивать, да, ну, особенно большой сильный уклон делать ударнику в борьбу, начинать сборы там с вольниками, там какие-то положения отрабатывать, какие-то технические моменты с вольной борьбы. Это на самом деле это не надо. И вот можно сохранить ударку, имея возможность как бы защищаться, просто защищаться. Ему не надо самому бороться. Защищаться и делать свое дело в стойке. Все, больше ничего. Да, есть такая проблема, когда там боксеры начинают бороться и вообще забывают про бокс. Или наоборот, И борец борьбу не начинает боксировать. приобретает, Да. и ударку теряет. Вчера Мадлена, блин, вот я видел эти моменты тонкие, когда он проходил, он руку прям, знаешь, когда соперник, они же специально голову не опускают, Да, да. ну, чтобы не задушиться, и он ее упирает лбом. Лбом упирает и за ноги хватается. И основа, чтобы к себе подтянуть, таз надо ближе сделать, или сбить, или поднять. И что он не дает, чтобы здесь поднять, тебе надо голову чуть приопустить. И он в этот момент Мадлена ему прям под челюсть вставлял и вверх тянул. И создавал, знаешь, как-то некое такое напряжение. Он хочет вниз идти, а тут ему как бы снизу в челюсть. Ну, там в вольной борьбе, ну, ты, наверное, ты же боролся, там две тонкости. Это вот снизу поднимаешь или, наоборот, вверх давишь, когда тебя поднимать хотят. Да? Вот такие моменты были. Он не давал себя к себе прижать и не давал поднять. Это о чем говорит, вот, знаешь, и он это делал прям на уровне какого-то такого хорошего борца. Ну, он работал с Грегом Джонсом. Ну, прям хорошо. Он даже задушил его. Да, как Грег видео было. Джонс славит тем, что защиту ставит. Хорошо ставит защиту. Да, он подмышки не давал себе пробивать. Да, он сам элементарно. пробивал И нападал. подмышки. Вот что мне понравилось. Да. Сразу же налетал. Да, Останавливал проход и налетал. Основополагающая тема, это вот, знаешь, если ты вышел, если ты будешь все время опасаться борьбы, и вот, знаешь, как вот осторожный бой у Анкалаева с этим получился, да, с Перейра. Если ты не сковываешь своего соперника ударами, угрозой, да, то, что ты можешь его уронить, он и будет спокойно проходить тебе, будет спокойно бить тебе. А тут пару раз показалось, что там я видел после боя лицо, там у него губа Я говорю, порвана. он сильно разбил его. Да, там В пятом жестко раунде. сечки И есть. даже Сечка очень вот это- сильная под левым глазом. И даже вот это фото, где он прыгает и коленом бьет, Да. это говорит о том, что он вообще расслабился в бою. То есть это как раз-таки тот самый момент, когда пройти очень легко, Это когда в пятом подпрыгиваешь, раунде, кстати. тебя очень забрать легко, да, там, борцу особенно. Он уже, мне кажется, еще тоже он знал, ему сказали, что все уже, ты точно выиграл по запискам, 3-1 3-1, по-раунду 100%, там, может быть, ему сказали даже 4-0, и он уже тогда, потому что Расслабился. даже, да, вот, когда смотреть статистику по раундам, в первом раунде у него там было преимущество там в 3-4 удара, там во втором тоже там, а вот в пятом накидал. уже там у него было там на Разрыв, 50. да. Разрыв, преимущество. да. Ну и физическая сила у Мадалены. Мы плавно, кстати, к теме, да, перешли. А больше некого обсуждать. Физическая кажется. сила Есть у еще. него огромная. Шевченко? Как он в пятом раунде встал с положения. Просто сайт-контроль же вышел. Беляль
Это вот единственное положение, которое... Как он голову спрятал, ты видел? И голову прятал, кстати, очень грамотно голову прятал Некуда было, добивание. некуда Он между было ног бить. ему засунул голову и прятал ее постоянно. И просто так легко вышел. И вот физическая сила удивила Мадалена. То, что Восстановился в хорошо. пятом раунде просто за счет физической, ну и плюс навыки есть какие-то, но встал. И потом вот пошел он разбивать его. Теперь в этом ключе, наверное, тоже важный вопрос, раз Эдуард с нами сидит сейчас. Шавкат Рахмонов, что с ним происходит? Он выложил фотку в Инстаграме, что у него была операция на ноге. И Мадалена – это человек, который, по сути, ну, не на замену, конечно, Шавкат вышел, потому что он тоже заслужил титульный бой, но Шавкат должен был первым драться с Белалом Мухаммадом. И теперь есть ощущение, что Шавкат не так скоро будет за пояс драться, потому что Ислам Махачев сказал, что поднимается в 77. Шон Брейди тоже говорит, что уже хочет драться. Иэн Мачадо Гэри был на замене, страховал этот бой. Сейчас И Бакли с Усманом Да, будут драться. Бакли, кстати, с Усманом тоже, значит, еще один претендент. И получается, огромное количество претендентов уже есть. Шавкат делает операцию, и вот, наверное, всем людям интересно, что сейчас с Шавкатом, когда он вернется ли. Ну, конечно, мы свернемся. Это, конечно, с Божьей помощью обязательно это случится. Мы хотим вернуться вообще или осенью в ноябре, или, не знаю, в декабре, если получится, вот в эти 2 месяца, так как у нас было проблемы с коленом, мы восстанавливали, мы закачивали, мы надеялись на то, что таким способом мы сможем это как бы все решить, проблему. Ну, все нормально шло, до какого-то определенного момента мы нормально уже ногу реабилитировали, как говорится, и ну потом все-таки снимок, который здесь сделали, он не полностью показал всю картину. Да и вообще снимки МРТ – это такая вещь, что он на 100% не показывают, так же, как и остальные. Поэтому нам пришлось в Европе это все делать. В Европе уже, когда уже открыли, они уже когда увидели, на самом деле, картина какая там, ну, делали такую, да. Зашивали или удаляли? Процедуру, да, там мениск. Зашивали? Ну, удалили там мениски. Тогда быстрее заживет. Там вот и... Да, 2 месяца на восстановление. Так что мы будем тренироваться. Как бы нога – это не все тело. Есть вещи, которые можно делать, и имея такую травму. Поэтому мы будем восстанавливаться. Насчет боя, то, что обещали UFC якобы это Исламу, то это тоже посмотрим, как будет. Тоже в этом виде спорта. Ничего не понятно. Завтра что будет? Есть много претендентов. Вы их сейчас назвали, да. Но мы тоже как бы претендуем на пояс, поэтому... Но в любом случае не раньше декабря, получается? Ну, примерно, да. Ноябрь. Ноябрь, я думаю, ноябрь уже будем... Я думаю, надо брать конец года. Почему? Потому что есть восстановительный период. Но, допустим, в Минске я 2 раза сделал операцию, и когда зашивают, допустим, там реабилитация дольше, она до полугода идет. А когда удаляют, очень быстро. Ну, я к тому, что Там уже практически через 2 дня тебя на велосипед сажают. к ноябрю Да. уже очень много чего поменяется. Уже может быть вообще Другой все чемпион положение. будет. Да. Сейчас, кстати, скорее всего же Белал Мухаммад опустится вниз. Все в рейтингах опустятся. Получается... Уже да, Шавкат второй. Джейк, ну, еще нет. Ну да, Кажется, то есть, второй. скорее всего будет, да, из-за того, что все изменится сейчас в рейтингах. Да. А Беляль будет первым. Да, скорее всего. Брэди же второй. Ну вот, я к Не, тому, не, что Шавкат еще... Беляль первым, наверное, Нет, точно скорее будет. всего, Нет, он будет, чемпион. потому что всегда бывший чемпион Завтра, становится да, первым. рейтинг? Да, во вторник Завтра обновляют. утром. Так что все изменится. Я к этому говорю, что вот к ноябрю, может быть, вообще все так изменится, что уже там Шавкат будет не на там 3-й строчке, может быть, на 5-й. Не, наверное, так не будет. Бакли сейчас, если Усмана пройдет, тоже Я и очень говорю, что сильно очень, поднимется. очень меняться будут рейтинги. У 100%. Хабиба была такая история, он 2 года там на операции лежал, Хабиб- восстанавливался. Ну, Ну, нет, интересно. И он все равно стоял В там любом в случае, двойке, в тройке. В любом случае, уже мы раньше Шавката не увидим, и до Да, этого да. просто нужно будет ждать. Я Я к тому, знаешь, что интересно. чему рад? Я вчера писал аналитику, ну, правда, на казахском языке ты, наверное, не увидел, но я увидел, но не понял. да, я рад, что он не подрался с Белялем. Ничего бы не дал этот бой, особенно медийно. Беляля, Пояс. ну,
Друзья, наша команда создает уникальный контент в рамках нашего промоушена. У нас происходит здесь интервью, снимаются подкасты, монтируется много-много видеоконтента. И видя, как многие из вас, которые посмотрели это видео, являются не подписчиками нашими, мы, конечно, хотим попросить вас, подпишитесь. Для вас это 5 секунд времени, даже можно сказать секунда. Но для нашей команды это очень большая награда от вас. Так что не жалейте комментариев, лайков и подписок. Ждем вас. Достар, біздің ұжымымыз бұл жерде енді түні күні ұйықтамай жұмысын жасап келатыр. Оның мен соны көре отырып сіздерден бір нәрсе сұрағымыз келеді. Мына видеоларды көре тұра сіздер көптеген көрсетілім бересіңдер, бірақ кейбірлерің жазылмай қаласыңдар және пікірлерің жазбай қаласыңдар. Сіздерден сұрайтынымыз, жазылыңыздар, мына қоңыраушаны басып қойыңыздар және де пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Біздер үшін ол өте керек нәрсе. Сондықтан күтеміз. Опять же, знаешь, как вот такое послевкусие. Выиграл у какого-то бойца. Да. Я честно тебе скажу, Биляля даже на фотосессиях там, прикалываются, да, там, видел их? На его назвешивание не узнавали. Да это шутка больше. Не, ну как шутка? Ну, действительно, там даже на улице, там еще это что-то. мем, Нурбек. Я причем говорю, что, ладно, даже пусть это мем, я говорю про то, что он не медийный реально. И, знаешь, вот вчерашний бой показал, я увидел, что он морально очень не сильно такой, как бы, волевой. Ну да, что-то не пошло не по Да, плану. изначально все как и бы. переломить уже ничего не смог. Просто головой отбивал кулаки Мадалени. Ну, наоборот, для Шавката было бы лучше, чтобы Билал был, типа... А сейчас же вот, допустим, конкурентный, интересный, популярный соперник, да, уже там, канадец, да? Нет. Я даже думал, что он кровь попьет. Да он тоже не такой, я не хайповый. Мне кажется, Ислам он точно кровь не попьет. Попьет. Мне кажется, борьба по классу выше. Ну, и наглее. Хотя... Физическая сила. Вы видели бои Ислама, когда у него лицо было разбито очень сильно? Да, с и Волконовский тоже. И Волконовский, да. Не, у Мадалена другой удар, тяжелее удар был. Тяжелее удар, плюс еще, я думаю, над навыками еще сильнее поработает. Он регбист, ну, базовый регбист он. И видно было, я просто, ну, если бы я не дрался, я бы не знал. Но в 5-м раунде просто встать, ну, тяжело же, что бы мы ни говорили, тело спотевшее. Он просто это легко сделал, на изи. Вот встал. Может, откуда ты знаешь, может, он гориллу попил? Ну, может, гориллу попил. Но на изи встал и пошел вперед. Он же, ну, не осторожничал. Вот колено там после этого момента началось. Просто если кто-то из нас попьет сейчас, то встанет из подкаста. Он Коль сгорел. Привет. Да, еще, кстати, интересная история, что вот в очередной раз UFC и ММА, в принципе, показала, что ну, такую-то эту крутую историю из грязи в князи, потому что Джейк Дел Мадалена, он чернорабочим был, и начал с 2 поражений, причем 2 досрочных поражений в своей карьере. Его задушили и забили. Да. И потом он смог как бы там работать чуть на паузу поставить, он работал там... 47 подкастов тому назад я здесь сидел и вам говорил про эту Мадалену, помнишь, перед тем, как он стафилококк подхватил. Я говорил, что вот 2 бойца, это Янгери и Мадалена, это вот ярые соперники, опасные, которые могут какой-то риск преподнести нашим бойцам. После стафилококка там чуть ногу не отрезали. Должен был с ним же бой тоже был. Да. Обсуждали. И Полтаве 2 раза, да? Вроде. Да, он должен был. Ну, после такого простоя молодец. У него стафилококк. Знаешь, я надеюсь, что это не хитрость. Почему? Потому что вот я заметил, что в Европе, в Америке есть такой прикол. Ну, придумывают какую-то болезнь. Нет, там у него... Нет, понятно. Я говорю, придумывают какую-то болезнь. Вот в олимпийских видах спорта, помнишь, это Уильямс, там, с Шараповой играла. Чтобы химичиться. Да, чтобы химичиться, они придумывают какую-то болезнь. У Головкина соперника Джейкоба, у него была там чуть ли астма, ему разрешали применять там какие-то там тестостероновые препараты. И там это как-то работает, они там справки получают и спокойно препараты применяют. Можно, да? Вот что плохо, нам как-то этот не... Потому что я думаю, что... Ну, конечно, она, правда, в любом случае сильная, но я думаю, что в любом случае это как-то помогает же, да? Это какой-то там памп дает в боях. Я вот недавно... Не, я не к тому, что ты же профессиональный боец, ты же дрался с бойцами. Допинг-контроля нету. Нету? Чё ты? Торчат шприцы из-под футболки. Друзья, если вы хотите, чтобы мы сделали допинг-контроль, у нас в промоушене, и пробы выносили на показ вам, там результаты. Только не начинайте с фанили. Пишите в комментариях. Машина сломается наша. Какая голова ты. Я даже витамины не пью. Нормально. Вопрос такой.
Шавкат, он дал небольшой комментарий в Твиттере. Ну, возможно, это не он писал, потому что там и на английском, и, в принципе, чуть... А он сейчас на английском общается? Ну, на его слог не очень похоже. Но по-любому он с тобой списывался, и, наверное, ну, не по-любому, я думаю, что он с тобой списывался, и дал какой-то комментарий, вы как чуть пообсуждали этот бой. Вот что Шавкат сейчас говорит про нового чемпиона в 77 килограмм? Честно говоря, мы с ним до этого по видеосвязи разговаривали, до боя. Просто сейчас у него там восстановительные процедуры. Это все пока что после боя мы не созванивались. Но я думал, если честно, не буду кривить душой, я и болел за Билала на этот раз. И думал, то, что он все-таки победит, то, что он навяжет свой стиль, Ясно. там, борьбу. А почему ты хотел, чтобы Билал победил? Ну, договоренность же такая была. Если Билал победит, Шавкат за титул будет драться. Если нет, то окей. там Ислам будет. Хотел посмотреть Ислам против Тапури. Ну, не знаю, такое, знаешь, такие мысли были всякие в голове. Но Шавкат каждый реально то, что сейчас я увидел этот бой и посмотрел, и мне Мадален очень сильно понравился. Я его зауважал. Даже после боя, когда ему поднимали руку, он спокойный, там ничего особо такого не говорит, не кричит там. Опасный, да? Не это, да. Тихий Ну, видно, убийца. что Опасный. такой деревенская сила у него есть. Видно такой пацан, который прошел уже огонь в воду и медные трубы, как говорится. Ну, медные трубы ему предстоят, кстати, он пока что не был популярным, поэтому интересно будет. Ну, я имею в виду, Ну, у себя на тоже, родине достаточно популярный. такой спортсмен хороший. Он И свое смог навязать, он не поддался на билаловские какие-то задергивания. Просто Билал неправильно сделал, я думаю, то, что он не должен был верить так в свой бокс. Он думал, что он очень такой хороший боксер, а потом, когда надо было уже бороться, сил не осталось просто, и все. И не кстати, знаю, я не да, считаю у Билала за славу, как некоторые считают, он слабый там, это. Он это нормально, он Эдвардса выиграл и доказал. Это было его время. Может быть, еще и его время тоже еще настанет. 77 килограмм сейчас самый сильный вес. в Да, UFC. сейчас самый интересный, действительно, Да, очень самый много имен. интересный, самый сильный. Причем Да. свежих именно парней. То есть, ладно бы, Очень. там ветераны какие-то были, а в 77 сейчас куча свежих ребят. да. Это как в вольной борьбе 74, как королевский вес. Там то же самое 77. 74. Сейчас, да, 74 королевский вес. Считается, самый сильный вес в борьбе это 74. Олимпийский, да? Ну, щас 79 на данный не момент, олимпийский, правда, да? 77. А, не Полный олимпийский, вес. да, 79. И тоже еще интересная как статистика, не знаю, что теперь у Австралии 2 чемпиона. Да, Это самое большое количество сейчас в UFC. У России 2 чемпиона, у И у Австралии 2 Австралии. чемпиона. Грузии. И у Грузии 2 у чемпиона. Грузии. То есть вот больше Круто, двух да? ни у кого пока что нет. Один. Ты не просто Нет, о Грузии 2. сделал. Ну, Тапури я как бы оставил, но... Нет, было ну, в За счет моменте. того, что Волкан же забрал, теперь да, два да, у Австралии, согласен. один у Грузии. да, он оставил сейчас? Да, Волкан же, Волк же Сейчас, да, забрал. Волк победил Легитимный уже. пояс забрал. Ну, знаешь, как бы... Неофициально. Вот такая маленькая Грузия, если так посудить, да, и 2 чемпиона. Ну, и вообще Австралия круто. вроде что тоже, да, Молодцы. небольшая? Не, Австралия Не, Не, большой, Австралия конечно. Австралия большая. большая. Это Материк. целый Австралия, континент. ты что там? Материк. А сколько там народу, интересно? Мне почему-то кажется, что Очень там... много. Да? Австралия. Вы не И замечаете, за Австралию никто никогда ничего не говорит. И в новостях Да, нигде да, ничего. да. Там самые счастливые люди живут, потому что самая классная медицина, кстати, в Австралии. Было удивительно, что у Джека самые ядовитые стафилококки было животные, тяжело, да. насекомые. И забор там Кенгуру. еще один. Окей, давайте к соглавному бою вечера. Тоже Давай. чемпионский бой. Не Валентин знаю, Шевченко. почти. Спал. Ты спал? Да. Я, проматывал, но я просто вообще Скучно. безмерно как бы уважаю Валентину, потому что я с ней знаком лично. Просто к женским боям я как бы, чуть отношусь так, что мне это не супер интересно. Но при этом Валентина, конечно, тоже феномен. Во-первых, ей 37 лет сейчас, хотя, не знаю, там не очень прилично говорить о возрасте девушек, но это боец в первую очередь. Во-вторых, она на пике уже на протяжении там 20 лет. Она там 16, по-моему, у нее дебют был, даже больше выходит. Она просто, нереальный какой-то показывает уровень и тоже какой-то вот феноменальной И способности. UFC уже 10 лет, да? Да, я не понимаю, как это возможно, в принципе, на пике оставаться там вот 20 лет. Дисциплина. Вот я не верю, что только дисциплина 20 лет на пике. Это просто вот как-то такие родилась люди чемпион. рождаются, Да, как, родилась чемпион. как Ромеро. Я думаю, такие люди Есть рождаются. такие уникальные люди. Как Ромеро, Встречал тот же таких. самый. Поэтому- Так Эльдос Сметов, к примеру, в дзюдо. Уникальнейший человек тоже. Нисколько не уникальней, чем Шевченко. То же самое. Да, 3 Олимпиады. Такой люди же рождаются. уникальный человек, который восстанавливается за час в таком Мгм. возрасте, который тренируется, который и скорость не теряет, который технику не теряет, который везде борется, проигрывает и становится олимпийским чемпионом тогда, когда весь мир 99,9% думает, что он даже в тройку не попадет. Понимаете? Есть такие уникумы. Шавката я тоже считаю таким же. Не, он про чем От говорит, него. что Валентина вообще не проигрывает.
Она Нет, у единственная- неё один раз проигрывал, она титул проигрывал. Грасса. отдала, да? Проиграла Она с Грасс Грассом. проиграл, да. И Ну, в Нунес большинстве проиграл. Ну и случаев- то она сама шла, вертушку на это Да, сделала. удушили да. ее. Да. Ну, Попалась удивительно. просто. Да, но то, что она потом реванш забрала, и все равно она вот насколько чувствительную тоже вот, У вроде нее говорят, еще всегда... методика очень интересная. Она, кстати, спарринги не делает с девушками. Ты видел, да? У нее А. всегда в спарринге... Короче, она пацаны, да. делает, Ты хотел бы поспарринговаться с ней? Не. она делает спарринг. Я просто Я сам Маленький. хочу. Сам хочет. когда работал, у них интересная тема, я работал, не знаю, сколько секрет это тоже, работал с одним бойцовским залом, и она туда на сборы приезжала, Ага. файт-фабрика, вот, из Петербурга. И перед боем, она в Петербурге дралась, Валентина, и перед боем она попросила себе, ну, в спарринге не сильную, наоборот, девочку. Мгм. Синий пояс она попросила, чтобы, наоборот, Бороться? прям, ну да, чтобы, типа, прочувствовать свою Доминировать. доминацию, да. Уверен. И вот да. это я такой не знал про такой вообще способ. Ну, это больше На психология. Да, разминке прикольно. дают, кстати. Нет, есть же Мы это когда способ, разминаем. А я это ж не способ. знал, да, И я я же тоже использую. У тебя Да, должен да. быть 3 вида спарринг-партнеров. Один, кого ты сильно проигрываешь, другой, которым ты наравне, и третий, которого ты легко Я могу выигрываешь. тогда этот с ванилем подключиться. Ну, типа, Фанни, Это сейчас, какой смотря- спарринг? Самый последний? смотря на Нет, твою который я форму. самый сильный. Что Не, вот я говорю, На разминку можешь прийти, кстати, Смотря на твою перед форму, боем. сейчас я тебя оставлю. руки поразминать. Не, на Равномерно разминку что ли? прийти, на нем приемы будут. Нет, зачем? Пусть разминает тебе руки, массаж сделает. Ты такой Массаж странный. ног. Ты такой Могу ему странный. это вкалывать. Какой ты из трех? Самый топовый. Самый топовый, да? Ты самый топ? Да. Ну, хорошо. Просто чтобы у него и потом и самооценка не упала. Надо осторожно работать. То есть рост только так. С дозировкой. Постоянно с одними и теми же работать. У нас, кстати, еще один будет человек тоже, вот, кого можно в уникумы записать. О нем чуть попозже поговорим, еще про UFC добьем. Да, Просто да. такой спойлер небольшой. И вот тоже мне интересно по поводу мотивации. Вот я вот, ну, сам не боец, сам не спортсмен. Мне вот интересно, вот ты реально всего добился, как Валентина. Денег у нее точно уже хватает, там, мне кажется, Куча. там, на ее внуков. Вот. И зачем ей все это надо? Вот я не понимаю, в 37 лет... Можно я расскажу? Я видел маму Шевченко. И видел ее достаточно, ну, не так давно. Она тренер по тайскому боксу до сих пор. Она, в по-моему, даже Кыргызстане. глава федерации. Мне кажется, что это, знаешь, как бы это семейная династия, это прям, знаешь, они закалены спортом. И я считаю, что как бы это не то, чтобы там образ жизни, там, ну, место, где заработать, это просто как бы вот душа лежит на это, да, то есть это любимое дело для них. Почему мама приезжала в Жанаузен на турнир в Актау, Мгм. я такой посмотрел, она похожа на Валентину, но я не знал, что это она. И я такой, ну, когда поговорили, они говорят, мама Валентина. А Валентина тогда уже чемпионка была. Она больше на Антонину, кстати, похожа мама. Да, ну, схожесть есть. И такая добрая, знаешь, как бы мягкая, но при этом, при всем тренер по тайскому боксу. Очень братан, приятные Кыргызстан. люди, кстати. она Да, имеет. да, Валентина очень всегда на гостеприимные. общение. Это, знаешь, семейное. Вот, ну, тут такое, как бы, ну, в назидание, да, грубо говоря, что, как бы, если прививать ценности, вот эту культуру в семье, то есть и Передается. детям, да, передается это все, да, то есть это будет постоянно продолжаться. Ну, и благородный жест сделала Валентина. Они же там поспорили, да, кто выиграет, тот карьеру завершает. И, типа, Феро, да, это же предложила. И она, Шевченко, ей сказала, типа, можешь не сдерживать слово, лучше дерись, типа. Ну и что, подрался, деньги заработал тоже. Чем-то занят постоянно. Да, Просто это же как бы и урон. Там. Многие, наоборот, бойцы, вот я с кем записываю интервью, говорят, я вообще, типа, планирую, ну, побольше заработать и свалить. потому В что, Омане типа, такой урон, если честно. Вот, как правило, таких людей... Не как в боксе. Такие люди наследие не оставляют, которые хотят хитро, быстро свалить. И как бокс, А понял? хитро быстро не получится. Никак. Этот путь тернистый, сложный. И полов. Еще один бой, о Класс. котором мне хочется поговорить. Хотя, вот говорю, опять же, турнир классный был. Но, наверное, последний, чтобы тоже там сильно не затягивать, это Жозе Альдо. Я не знаю, смотрел ли кто-то из вас Bullshit. или нет. Да, Я вот так посмотрел. уже второй раз. Ну, я не люблю, конечно, к судьям претензии говорить. Ну, в последнее время вообще судьи не все только страны. в Казахстане, да, во всех странах как-то очень странно себя ведут. У них какой-то, мне кажется, этот сговор. Потому что реально, ну, во-первых, Жозе просто, в принципе, заслужил какого-то адекватного решения по своему бою. Решение судей. Он там А что несколько- за решение было? отдали победу сопернику, хотя он его Единогласно. несколько раз потряс. Как бы, Единогласно да, еще еще. единогласно. Короче, ну, я не хочу говорить bullshit, но, честно сказать, странное максимальное решение. При этом, типа, Жозе заслужил, чтобы его как-то, не знаю, не то, что Проводили. подсуживали, да, чтобы Ну, хотя бы проводили проводили. достойно, ветеран. Почему, А я не ушел понимаю. с рекордом отрицательным. Ужасно. Да, еще и 2 боя, получается, в Подряд, двух да. боях его засудили. 10 поражений. Но тоже вот насколько он смог третий раз перезагрузить свою карьеру, насколько у него чемпионские есть
все равно Да, тоже. мне Ну, кажется, хорошо. Ну, всё было такое. видно очень уже крутой. возраст, да, над ним. Он в конце дал газу, и потом просто устал. Очень сильно устал. Он сам потом даже рассказал, что он даже не то, что устал, а просто А, такой думает, ну, все. Да, он и вес не может уже. Он говорит, я устал от всего. От Ну, всей форма у весовой. него хорошая Мгм. все-таки. 61, да, удивительно, как он делал вес. Тем более, что он и в 66, ну, крупный парень был. И удивительно было, как он 61 был, делал. Ну, видно, что скорость пропала. Ну, и Захаби тоже возрастной, ему 37, 37 да? лет ему, да. На год младше всего. Да, но по форме, как будто небо и земля было. Ну, я имею визуально. Тот животиком. Ну И да. сухой Альдо весь. Тоже интересно, он именно прям завершил карьеру или как в Я Америке, думаю, там, завершил, кто-нибудь может, щас по боксу в будет Барнаклов выступать. какой-нибудь пойдет? Нет, я думаю, по боксу, может, побоксирует пару раз. И... Против Фаниля выставим его? Фанить по боксу больше не хочет. Да я больше не хочу. Он уже это, знаешь, сколько раз говорил? Да, нет. Он это сначала как говорит, раз. бокс никогда, потом первый раз выступил, Ну, последний раз в жизни, сейчас уже второй раз он говорит, все, последний раз. Не, нет, в этот раз все, пора возвращаться в ММА. Потом такой 50-500. Сколько бы назвать? Надеюсь, это гонорар. 550. А, ну хорошо. Надеюсь, это так. гонорар. 50-500. Давайте теперь про ACA поговорим. О чем прикол был? То, что Фаниль Бокс. говорит, никогда в боксе буду драться, потом дерется в боксе, говорит, это последний мой бой, потом еще берет бой. Да? Каждый раз. А когда он говорил, не буду? В самом После начале. Ахмеда. Да. Да? Нет, Э. не Чулан после Ахмеда, он говорил после этого Барса. Перматова. Ну там бы Тут бокс мои таланты пригодились, короче. Уговорить. Ну а что, нормально? Возможно, в ММА мы Марифа не увидим с Фанилем. Возможно. Почему? Потому что тот вообще ниже 77 гонять не будет однозначно. Я не знаю, он в 77 сейчас сделает, не сделает по боксу. У Фаниля, ну, мы сейчас видим, что уже как бы нормально может согнать на 71. Если он, кстати, ну, не сделает, например, вес в боксе, ну, например, покажешь чуть больше, ты можешь такие грузики в перчатки положить, чтобы уравнять вес. Так же можешь делать в боксе? Да, свинцовые. Да не, пусть просто Гипс. 50% Делают, гонорара. да? Гипс. Да, 50% сразу на касс. Давайте про ACA поговорим. Во-первых, там выступил Мгм. Евгений Гимбердиев, вот, И во-вторых, Марат Обидно. Балаев. о чем Марат как раз Балаев хотел уронил и поговорить. обидел, да? Нет, он проиграл. Проиграл решением. Не, ну, он- Акрам Дис. Или это старое видео крутили, он кого-то там уронил. скорее всего, старое видео. Старое да? видео. Да, в 49 лет вышел в клетку, вертушки крутил. Он до этого никогда не крутил вертушки. Вот он Короче. попал один раз, да, хорошо? Ну, Попадал? да, Ну, так. Ну, не ронял. он Не точно. акцентированно попадал. И что, не тот Марат Балаев? Ну, конечно, ну, 49 лет, конечно. Не, ну, Ему тогда не ему было немало. Ну, шел Ему не вперед, пол- пытался бороться. Ему не получалось бороться, потому что они выступали в этот раз 77, Марат был чемпионом в 66. И А. физически видно Да, было, он что сказал же первым делом после боя Асламбеку, говорит, тяжелый. Я, говорит, не мог его перевести. А Хакран, он 77 крупненький. Да, и в 70 крупный был. Ну, тот же сам факт, что в 49 лет я просто про себя всегда думаю. Венер Галиев. Ну, Венер, кстати, сейчас вылетел с турнира, Да, он да, должен был тоже травмировался. драться. Да, травмировал ногу. Я видел у Руку тебя, там да. что-то сломал. Перекинули турнир куда? С Уфы на Москву. Москву перекинули 6 июня. Короче, вот я все думаю про это, что я, ну, сложно мне вообще... Я как бы и не спортсмен, окей, но мне сложно, там, не знаю, на тренировку себя заставить пойти, а люди в 49 лет Может, дерутся в 13, клетке. здесь гонорар, может, скорее всего. Да, тоже ну, сыграл капец, свою роль. что у людей, конечно, есть Прикольно. какой-то характер. Мы с ним на связи с Маратом. До боя он мне, за счет боя не анонсировали. Он говорит, я хочу вернуться. Его же сын у нас тренируется, Жалан. Мгм. Там поговорили, там мне видео скидывал с тренировок. Я вот возвращаюсь, там форму набираю, 77, пока выйду. Ну, соскучился, говорит. Представляете, 49 соскучился, говорит, хочу выйти, вот. Так, тряхнуть стариной там туда-сюда. Еще хочет же. Это еще учитывая то, что... На 3 боя же подписал контракт. Да. Ну, там сейчас вроде вот сказал Асланбек, Магомед, что... Или Магомед На один. Бибулатов, да, что на один бой. Все-таки, но сказали, что сейчас чуть подумают и, наверное, дадут. Еще один, он же попросил Марат еще один бой. Я вот думаю еще, то, что многие, кто сейчас там смотрит за Маратом и не знает его историю, упускают тот факт, что он еще около 10 лет просидел в тюрьме. Не около, а 10. Не, он чуть, по-моему, поменьше, но, по-моему, или 8, или Нет, 9. он ну, 5 отсидел, потом 5 еще добавили. Ну, короче, Вы до отсидки с ним общались? До отсидки мы тренировались. Мы вообще вот Да. с одного тренера тренировались, Савелия Бязарова. а он и твой мы- родственник, да, какой-то по фамилии? Не, он Бязар, я там, у меня А. И мы в одном зале тренировались, но мы так друг друга не знали там. Это который в Исее постоянно приходил его тренер, да? Дедушка. Да, с усами вот, такой. да. Савелий Моисеевич. Ну, вообще, чтобы вы понимали, он с Туркмении, да? Родился в Туркмении. Не, Марат, да. Да, Марат. Марат, да. И так визуально знал, вот так что общаться. Ну, тогда еще маленький был там, что.
Сколько я его, на 9 Как раз лет? вес одинаковый. Да, про историю Вес Марата одинаковый. Балаева можно спокойно снять было фильм. А хотели, там причем... Это крутая история. Давно с Маратом про это говорили. Нашелся даже какой-то режиссер, вроде уже сказал, все, снимаем, потом куда-то пропал. Ты Ключи, чё, да? Как с квартиры ключи дал и пропал. Нет, ты что, да, вот так 10 лет просидеть, и все это время в нем как бы живет мечта стать чемпионом. Ну, в то время же Олимпиада, и потом он выходит, ну, где-то в документальных фильмах рассказывает же, когда он выходит, уже ему там говорят, типа, ММА, и он только смотрит, а что такое ММА? Знаешь, вот он вышел, мне кажется, если даже это фигурное катание было бы, я так утрирую, да, мне кажется, он бы и там бы выиграл. Ну да. Он пришел, такой, типа, ММА, ну, давай ММА, я пойду подерусь, да, типа. Я причем хорошо тогда общался с командой, в которую он только Они пришел. его Он в возили, Петербурге помнишь, же. на машине? Да. Он в Петербурге же тренировался. Он тренировался в команде Александр Невский. Ага. И я тогда с ребятами тоже общался, и к ним в зал ходил, часто снимал. И мне тогда говорят, вот смотри, у нас типа появился новый дядька. Говорят, и тогда ему было 30, сколько-то? 8, кажется, 39. Что такое, да, вот он, когда появился в зале, они говорят, очень хороший. Я говорю, блин, ему 39, что вы типа рассказываете? Они говорят, не-не, у него борьба, типа он еще всех по борьбе сейчас нас учит. И мы тогда с ним познакомились, и мы поэтому с ним хорошо сейчас очень общаемся, что мы вот уже там 10 лет, короче, дружим, можно Блоги, сказать. я помню, снимали с ним. Да, Я только карьеру начал. Смотрел блоги, когда у него проблемы были с документами, и он на все бои, да, на машине машине ездил. его возили. Вес гонял машину. На самолете он не мог, Прикиньте, типа, лететь. И Да, он, да. и он там 5 дней в машине, например, ехал. Вес на турнир, гонял вот так вот, лежа Да. ехал. лежа в тачке. Тогда вот с Сергеем Никитиным он гонял. И- Уникальный, да. Да, Уникальный вот просто так подумайте про его этот. Как будто он в тюрьме как-то раз, типа, нажал на кнопку сохранения, сохранился. А он там не нажимал кнопку на сохранение. Я Да, про да. это и говорю, я, что... я по видео видел, где он как бы там постоянно в КПП, там в бурбараках и Рассказывал. как бы это, да, там в тяжелых положениях был всегда в отрицалове. Короче, проблем у него было там немало. Да. Про Евгения Гимбердиева я что-то не понял. Бицепс порвал порвался. порвал, да. Бицепс порвал. Еще самое прикольное, что в атаке ударил сам правый. Он как-то непонятно. Куда-то в локоть, наверное, Да, может, и как-то. попал, и получилось, что бицепс оторвался. При этом, да, такое для него, ну и для Казахстана, наверное, было принципиальное противостояние, С Гришиным, потому что Максим Гришин, он дрался до этого со Салджаном Бакаджанулы, тогда бой признали несостоявшимся, потому что сначала ему отдали победу, потом судьи пересмотрели, в Екатеринбурге был бой, и сказали, что Салджан победил, и сделал no-contest на бой. И потом Максим Гришин как-то очень странно обратился, отреагировал. Ему не понравилось, что ему много было хейта со стороны казахских болельщиков. Я видел это видео, да. Короче, да, странная была история, и сейчас, типа, вот было такое важное противостояние для казахстанских Но болельщиков. Салжан же в Исей возвращается. Да, а это уже анонсировал, Да. вообще секрет был. Нет, это Асланбек же сказал. А, да? Я да, просто на это не после... видел. этот, спросили про новые подписания. Гришин интересно, да? Да. В последнее время раскрылся. Я видел его первые бои, еще когда там Федор Милянин, он, кажется, тренировался, Он да, был, вот в да, в реалити, команде. да? Я когда смотрел, вообще такой тихий, спокойный. Сейчас смотрю, такой, чуть усы, короче, откорректировал. Вот такой образ появился. Но он возрастной уже, ему 41 год, про если это не говорю, ошибаюсь. А он в UFC успел, в принципе, Газанул. Речь такая неплохо грамотная, подраться. и мысли хорошо Он сотрудник формирует. военный же еще вроде, да? Вот это не знаю, если честно. Ну, про Копашки. Ну да, в целом такое любит говорить. У него иногда чуть странный юмор, но в целом, да, Да, мужик да. интересный. Ну, прикольно. Конечно, странный юмор. Ты представляешь, такие бомбежки все время пропускать, брат. это. Не, ну, Странный юмор. Фаниль тоже пропускает. Очень тонкий. За меня не говори, я не пропускаю. Эдуард странно смотрит. Пропускает, да? Ну, сейчас спросите про сбор. Я второй раз вообще в практике вижу, когда бицепс рвется. Первый, знаешь, и оба с Казахстана, первый порвал. Тёма. Не-не. третий раз тогда. Тёма Не, грудь рвал же. я- Или бицепс. Ну, Не, не, у него же Тёма грудь. грудь, да. А вот бицепс, знаешь, когда я увидел, был такой Арсен здесь, армянин, помнишь? Он фарму продавал. Здоровый такой качок. это может этот, как его? Карен. Карен Пашик? Арсен, говорю, Карен Карен. Пашикян, Ты, да? кстати, осторожней, Нурбек. Почему? Это человек Он, если мем. кто-то про него что-то говорит, то потом это враг становится его. А почему? Я видел бокс, он боксировал, он прям вышел на турнир, я помню, у меня просто в памяти осталось, я тогда первый раз услышал такую тему, когда бицепс порвался. И он боксирует, и у него при ударе бицепс рвется, Он и же он прям... питон. И он говорит, Бросил типа, бицепс порвался. А там прям видно было, знаешь, вот так мышца отошла. Вот второй раз в жизни я увидел эту тему. Я просто не знаю, ага, это сильно боль, да, когда бицепс рвешь? Давайте попробуем. Вначале не так больно, А потом, да, начинает сжечь.
Вечно И начинает насколько я отекать, знаю, даже болеть. он зашивает, деформация все равно мышцы идет, да, видно, что Да. разрыв. Надо быстро эту операцию делать, чтобы поймать, сшить. Сшить, Если да. чуть время проходит, уже тяжело потом. Ну, Жене выздоровления. я думаю. Жалко, вот у Евгения реально постоянно что-то какие-то травмы. У него в прошлый раз Со со спиной, с коленями, ногой. с коленями у него Да. У проблемы него была были история, жесткие. мне недавно рассказывали, я сейчас... Я на секунду отлучусь, Ага. мне надо звонок. Ну, пока общайтесь. У него была история, я сейчас просто же там на тренировке хожу. И мне рассказывали ребята, кто с ним тоже вместе тренировался, что ему как-то делали болевой на ногу, скрутку пятки, а он типа Терпеть. любит терпеть. И у него еще и хорошо шло. Ну, типа, бывают же ноги у людей, которые прям, Не чувствует. да, не особо чувствуют. И, короче, он терпел, потом раз хрустнуло, и все. И И колено он на 2 разорвало. года, по-моему, да. Или на сколько. Ё-моё. И вот сейчас у него... тренировках лучше не надо это экспериментировать, терпеть, не терпеть, да все. Особенно с ногами. У нас вот в Америке, как они даже спаррингуются на лайте, вот так двигаются, там сильно не вкладывают. У нас посмотришь, там рубки. Я думал, быстрее бы время закончилось. А им говоришь, не говоришь, они все равно рубятся. Остановишь, накричишь, все равно начинают рубиться. Не знаю, как две собаки вот цепляются. Шлема надо одевать. Дарлин, Будь чемпионом в бизнесе. Доверь рутину Дарлин. Давайте про сборы поговорим, раз как раз Нурбек отошел. Давайте. Эдуард, итоги сборов. Что у нас с Фанилем происходит? Асу Алмабаев был, Казбек Сагын был Альби Идрис. Ну и еще сколько там, человек? 7, да? У нас 11 человек было, в общем, там, да, поехали на сбор. Ну, у всех свои задачи были, как бы. У Фаниля своя задача была, физподготовку там пройти. Больше там кроссы, мы там качались, на физическую выносливость работали. Бокс тоже был хороший, там тренера там поддерживали, там Марат Козаев, там ребята. Спасибо им, конечно, большое. Остальные ребята тоже свои задачи. Альби поехал с нами. Мы с Альби Караем созвонились. Я спросил, что мы хотим от этого сбора. Он мне сказал то, что надо, какие основные моменты. Мы над этими моментами поработали с Альби. У него тоже своя программа была. Ну, он с нами работал, как бы. Большинство с нами работало. Иногда мы его отправляли на борьбу там в залы. Он там с ребятами тоже подтягивал борьбу. Ну, с Алиби, понятно, и о нем нельзя говорить, куда он готовится. Это секрет, я моргаю. Но расскажи про Асу. Вот недавно анонсировали бой. Ты уже спрашивал? Да, нет. еще. Анонсировали бой с Исата... Нет, Тимировым. Тимировым, да. В чем прикол? Оба дрались на Изе, мы видели их поединки. Асу чемпион, Тимирову тоже предрекали там чемпионство, но потом он там в Райзен и так далее ушел. Как подготовка и в целом, как ты думаешь, как пройдет поединок? Мы вообще поехали туда, у нас наметки были на Баку, 21-е. Мы поехали целенаправленно уже туда, чтобы этот этап пройти, а потом уже оттуда, скорее всего, в Баку. Потому что нам обещали в Баку бой. Ну, как обещали, сказали, что, скорее всего, подойдете в предположительно, Баку. да? Когда уже в Баку информация уже прошла та, что мы не будем в Баку, не получится нас поставить, то мы с Асу прогуливались, я говорю, по-любому на сборе тренироваться надо тебе по-любому, если даже не туда готовимся, какая разница, спортсмен должен постоянно тренироваться. Акцент больше на физподготовку сделаем, такие какие-то свои моменты в борьбе, там, в ударке, в этом всем, и мы я говорю, выйдешь, говорю, бой тебе по-любому дадут, если не на днях, я чувствую, следующий день ко мне подходит бой, говорит, дали на Абу-Даби. Какое число? 26 А по поводу... июля. Июля. Еще И месяц. он мне говорит, соперник, а мне, говорит, предложили, говорит, Тимирова, говорит, ну, я не отказался. А можно как бы. было? И вот просто интересно, Не, без вариантов, вариантов. наверное, же не было? Нет, что- без вариантов. Не, ну, вариант этот откатываешься ты назад. То есть в UFC отказывать, это, ну, это как бы... Просто он будет Просто в ждать, комментариях, я не знаю, нехорошо. видели вы или нет, много, типа, условно, критики от фанатов. Они говорят, что, типа, зачем, типа, такой бой? Это же, там, условно, там... Ну, для UFC это нужно. Да, Они я хотят согласен, что определить лучшего, и для все. меня это как раз-таки намного интереснее, когда... И мне кажется, что с одним из них, кто проиграет, могут попрощаться. Ну, не Ну, знаю, Тимиров Тимиров, в третий принципе, будет один... только. Да, то есть... Могут попрощаться. Нет, наверное. Там, то есть, 57 вообще народу особо нет. Ну, турнир делают чисто под СНГшных и хотят увидеть, а это, ну, противостояние, да. которое будет максимальное, наверное, даже, я могу сказать, народный мейн-ивент для кого-то будет. И Ну, там по-любому сколько, там узбеков сколько главный будет, карты, казахов да, сколько просто будет, мы там. знаем же, что в Абу-Даби очень много Мгм. узбеков живут. Ну, в общем, и так поддерживают. поработали. Просто вот, ну, по поводу Тимирова, отработали.
ну, вы уже когда узнали, что будет он же такой агрессивный именно ударник, тоже, кстати, с тяжелыми руками. Больше ногами, наверное. Ну, и ногами, он прям именно тяжело бьет. Он агрессивно, короче, работает. Какие-то, не знаю, коррективы делали или что-то. Ну, коррективы, конечно, делали под его. И не будем раскрывать всех секретов, ну, как с КП уже такого у нас не будет. То есть рубиться, как бы, с ним стойки с кем-то там, и под его стиль подстраиваться, удар на удар идти, там, такого больше не будет. Мы делать будем то, что у нас лучше всего получается. Вот ты рядом же с ним ходишь. Скажи, насколько повлиял на него проигрыш последний с КП? Повлиял очень... Вообще хорошо, что так получилось, так как ну, никто никого в этом спорте не жалеет, надо понять, с кем-то дружить, там, какие-то отношения, там, до боя, там, здороваться, обниматься, это все. Надо просто жестко выходить, показывать свою жесткость. Нам никто не друг в этом спорте, там, кто-то там пишет, узбеки пишут, другие. Нам какая разница, с кем драться. Пусть с моего зала. Сколько людей с моего зала я с ними боролся. Мы боролись везде, с дагестанцами, с кем дружим. Какая разница? Это кто пишет, что они даже один день не ходили на какой спорт. Поставят зал даже, кто-то подеремся с зала, с другого зала подерем. Сейчас же Казбек будет биться с Багдатом. Мы же вместе на сбор ездим. Завтра может быть другой. Сейчас завтра с Дауреном Али будет, к примеру, да? Ну, что не бывает. Да. Он алиби имеет в виду. Это ничего такого нет. Нет, я имею в виду, как повлияло на него последний поединок. Нет подавления такого? Нет, подавления нет. Выводы сделал, да? Выводы сделаны, подавления нет, нам надо возвращаться. Сейчас думать о каком-то подавлении у нас смысла нету. То есть он вот этот, после проигрышную вот эту реабилитацию прошел, грубо говоря, да? Психологически, я имею в виду. Да, конечно, Да, он и не был подавлен. Да? Он когда приехал, он сразу сказал. Я Сразу понял, пошел в зал, да? Да, я понял свои ошибки. Вот он максимально настроен. Я же говорю, вот на каждом сборе Сосу мы все пример берем. Он первый встает, на зарядку идет, все упражнения делает. Даже когда у нас просто прогулка была, он резину тягает, он... Ну, я не знаю, я вот многому всегда учусь у Асу на сборах даже. Ты, значит, Видишь? меньше тренировался, чем Асу, да? Я тренируюсь столько, сколько мне нужно. Нет, ну, правда, сколько мне Агай говорит, я столько и делаю. Вот у Асу есть такое качество. Вот на этих сборах, на канатах, короче, нужно было залезть 10 раз. Агай дал такое задание. Асу залез 10 раз, потом стоит, что-то думает, да? Потом пошел еще 4 раза сделал. Ну, а Он для 12 чего? залез, Да, чтобы 12 больше залез. всех сделать, а потом еще Ермахан 3 раза подряд залез. Я говорю, вот, молодец, Ермахан. Он хотел уйти, развернулся, еще 4 раза подряд залез. А это же, по-моему, бывает, Саш Сатиев рассказывал, что ему с детства дали совет такой, что типа, Ну, кто это делает, на Один раз больше, больше да. делать. Кто Ну, делает там Сасу 10 тоже на один упражнений. раз больше делать всегда, чем все. Ну, канат это... Ты залезал на канат? Да. Канат это сложно. Без ног. Ты на руках. Без ног, залезешь. чисто руками. Без рук. Не, я знаю это упражнение. но- Зубами. И вот, я Без говорю, зубов. У нас раньше челлендж был, когда На после ушах. борьбы. Я, конечно, не мог там, ну, больше одного раза без ног залезть. Но у нас были ребята, которые могли по 5-7 раз. Так есть такие, я видел видосы, где вот с таким хватом еще залезают. Типа Да. обратным хватом залезают. Вообще есть Но монстры. некоторые в шелковых носках залезают. Даже на руки шелковые носки одевают, залазят. Да? На канат, да. Кто-то по колючей проволоке даже. ну, короче, Асу заряжен максимально. Да, я думаю, что ему бой 2, и он с КП снова встретится, и исход другой будет. Просто у УСУ много преимуществ, тех, которых нету практически ни у кого в этом весе. Надо просто их использовать, надо не думать, что ты устанешь или там что-то там. Это просто надо делать свое, навязывать. Прошел. И это надо пробовать постоянно. Не так, один раз прошел, все не получилось, а теперь не буду. Нет. Надо свое навязывать Своё постоянно, да. И И алиби. по-любому получится. Я Алиби на этих сборах раскрылся. Вот все равно большое уважение, ну, человек заслуживает приехать и подтягивать, да, там свои слабые какие-то параметры подтягивать, приехать, потому что, ну, когда у тебя все равно есть имя, и у тебя есть эго, и когда тебя по залу таскают туда-сюда, ну, ты все равно как-то эмоционально подавлен. А он нет, он вот борется, там ударку тоже вот всегда все, что нужно делать, Алиби делает. Я бы И сказал, всё. что его таскали, честно говоря, он Ну, молодец. я имею в виду, Алиби. когда у тебя же слабые, все, ну, Алиби же ударник, и по-любому все знают, что борьба нет, отстает. И все равно уважение же заслуживает это, когда человек осознает, что у меня слабое место это. Он тоже мог тренироваться в Ахтубе со своими ребятами, как и до этого тренировался. Нет, он осознает, что чтобы становиться лучше, нужно ехать, выходить из зоны комфорта. Он это делает. И это, ну, Бигзат, заслуживает Бигзат, уважения. Капаш. Бигзат тоже хорошо провел сборы, на борьбу ходил, Всех потом душил. заболел.
Потом заболел что-то, он чуть-чуть 2 дня неизвестной болезнью болел, потом выяснилось, что это аллергия. На Ну, фаниле? положил 2 дня. Не, Бигзан, Да. Капаш. Мы Есть в такой разных боксер, аллергия, на на фаниле. фаниле. Ты знаешь его? так жили. Нет. Это человек, который Марселя выиграл. Топовый на- грэпплер, на ничего. намат. Все знаю. знаю. Он призер мира. Молодой пацан. Ну, топовый грэпплер. Который на просто, мат в рестлинге. да? Да. Сактал. Если к Алибе возвращаться, мне понравилось то, что я увидел реально большой в нем потенциал. Я это все углядел. Некоторые спортсмены просто смотрят, они видят, а я что-то по-другому вижу. А сверху как бы картину наблюдаю, не так прямо. То, что даже если его будут переводить, это никому никакого преимущества не даст. Этот человек сразу встает. Позитивный он, Этот молодец. человек сразу встает с ударом, с каким-нибудь непонятно откуда, пам, И вот у нас залетающим. даже... Поэтому Алиби, я думаю, у него есть 3-4 года, чтобы максимально выжать с этого спорта все. Ты знаешь историю, Хороший парень. как он с очень. Нурбеком познакомился? Да, что-то было, какая-то стычка, что-то опоздал он куда-то. что-то. Остановка, да, помнишь? Да. Миша любит эту историю. Твоя самая любимая история. Ну, и у нас история была тоже. Помните, в Семске? Ермахану разминаться не с кем было. Да. Разминаться не с кем было, короче. Я большой, и Алиби просто идет, короче, спортивки мимо проходит. И этот Ермахан стесняется, В джинсах делать. должен, Да, в по-моему, джинсах, был, в короче. джинсах. Я говорю, Алиби, пожалуйста, можно разомнуть? Он такой, да, конечно, короче. Сразу. Джинсы, короче, переодел. Говорит, есть спортивка, короче? Да, есть. Одел спортивку в штанах, разомнул Ермахана. И они еще там, давай как разминаться, чуть ли не бой произошел. Я говорю, просто Алиби никогда нам не отказывал. Там, Не, он в разомнуть целом что-то. позитивный. Такой Да. приятный очень Я парень. вспомнил историю про разминку, как мы с Он похож Фанилем. на чемпиона, знаешь. Ментально, да. Посмотрим. Мы с Фанилем, Слушай, короче, в Узбекистане или где это было? Ты должен был поехать на разминку кого-то из парней. Он вызвал такси вообще в другой конец города. У нас денег у него нету. Где? Он таксиста стал разводить. У кого? В Узбекистане вроде. У Фанилия? Ты Да. шутишь? Мы потом приехали же к ним на весосгонку. Да, помнишь, через 10 снимали? лет. Это где был? В Узбекистане, в Ташкенте, помните, когда вес гоняли? Когда Пума вес сделал? Пума. Да, Все по стратега. плану. Оливейра. Стратега. Стратегия Оливейра. И Ну, ты же, стратега. 4 килограмма не сделал. Воду всю ночь пил. Ну, прикольная история. Да, было весело. Да, так что сбор у нас хорошо прошел, Ударно. очень нормально. Главное, без травм. Всем понравилось там. Они жили там в лесу, там, в хорошем месте. Казбек шикарно. Саган, Багдад Жубаныш. Вы были на сборах. Как оцените его подготовку? Казбека? Да. Хорошо подготовился Казбек, нормально. Между Казбеком и Алиби не было такого, типа, тот смотрит, Не, там что-то... не было. Не, Просто я иногда как- вот так снимает. Технично. Я даже видео видел, где что-то там они между собой Они вдвоем переговаривают. Да. Да, не Бля, было оба. такого, мы как одна команда были. Еще Алиби такой, видел, да, Миша? Что-то говорит и моргает, типа, там туда-сюда. Да. Ну, ему тоже, видать, С неудобно. газетой такой там камера. Ну, во-первых, вообще так-то понятно, да, Алиби поехал с нами. Ну, для всех, для остальных тоже пусть будет это пример, то, что вместе надо работать. Да, конечно. Команда, это все хорошо. Надо Как только мы за границу искусственную- выходим, мы казахи. Мы за Искусственную Казахстан конкуренцию прям, надо да. создавать внутри страны, внутри хотя бы Алматы. В Алмате сколько клубов сконцентрировано. Можем между собой даже один день выбрать, и у кого больше зал, в том зале собираться и спарринги делать, например. Если на борьбу ходить. Вот к нам на борьбу, к примеру, приходит Шанрак, там самая лучшая школа. Сегодня в 5 часов у меня тренировка как раз. там Этот сейчас Фаниль, ты не в соберемся. первый раз в Осетии. Поэтому Эдуард меня уже 3-й раз приглашает. Я все время там времени туда-сюда. Много я потерял? Очень много. Да? Я не знаю, я много где был на Кавказе. А Владикавказ, я всегда говорю, когда приезжаешь, вот чем-то на Павлодар похоже, я всегда говорю. Там, тогда немного же. Ну, и если на Павлодар. немного людей, и радужные, и сами по себе... Подписки пойдут. Да, Да, шучу, сами шучу. по себе люди очень такие, радужные, что ли, такие вот, ни в чем не отказывают, там, в Добрые, любой да? зал, в любой зал приходишь, с тобой поработают, там, на братском отношении. Короче, почувствовал себя как дома, да? Да, всегда, я 3-й раз приезжаю, и уже люди знают, кстати, там все из-за перса, все узнают. Да. Все знают, что ты перса задушил. Дети маленькие, мы на вольную борьбу приходили, а у них нету в языке «вы», и мне все «ты». И там маленький такой шпендик, я переодевался, подходит и так стоит, смотрит. Я говорю, чё, это ты перса задушил? Я говорю, да. А потом он тебе говорит, молодец, братишка. честно, Фаниль влазит в PlayStation поиграть. если Да, честно. мы играли в PlayStation. Не знаю, я всегда получаю удовольствие. 21 день я провел.
И, ну, Все, Миша, тогда результативно обязательно надо поехать. объем да? набрал. Миша был там, по-моему. 4 Да, лысых, там один раз встретимся. был. Ну, не знаю, все же зависит и от тренера Эдуарда Агай. Да и Все природа условия, все красивая. условия для нас создал. Ты приезжаешь и тренируешься. Мы, правда, жили в лесу. И что самое главное, вот командный дух. Мы утром приходили, у нас командный завтрак, командный обед. Не было такого, что там каждый сам по себе, да. Кто-то идет на улицу, ну, все говорят там, пойдемте на улицу. Вот даже случай с Алибией было. Я что-то запарился, из комнаты не выходил. Альби мне купил сникерс, короче. Я, типа, даже не просил. Представь, Ну, он тебе и сникерс лимонада, купил. сникерс купил. Это же Миша, знак для меня. Представь. Занес номер, говорит, на, брат, типа, вот. Ну, командная, вот этот дух, он же формируется. Да, И да. когда ты вот знаешь, что там, мы приходим в зал чужой, ну, ты знаешь, что мы все вместе. И вместе отпашем, там, каждый друг другу подсказывает, каждый друг другу экипировку, там, что-то там не хватает, на тебе экипировку дали, там. Ну, это классно. И вот, Хлебом делится каждый друг да, другом. первый Есть нечего раз было, же Миша. поехали 11 человек, вот, обычно там 2-3 ехало, и, ну, и я доволен всем сбором. Казбек продолжительно болел. У него перелом руки был, да, насколько у него плече? Да, у него перелом. Да, и это же вот первое возвращение после... Хотя он в прошлом году дрался, я помню, да? Нет, он с бразильцем уже подрался. Да, Да, хорошо, потом, да, хорошо потом. подрался, хорошо Да, подрался. Потом Бомба руку была. сломал. Руку сломал. Он перед боем с Багдатом же руку сломал. Все, у нас должен был быть в декабре Да, поединок, да. они У него что-то еще это- шрам такой прям фактурный. Да. И Да. сейчас как будто бы ровно, ну не ровно, 8 месяцев прошло, да, как он не дрался, и вот это его возвращение, оно как, в форме, он нормально? Быстро хочется сказать, потому что мы ее начали на прошлом подкасте, и стоит про это еще раз повторить, наверное. Про турнир на мат он прошел. Ага. Ребята, я так понимаю, в больших минусах, но в любом случае свои обязательства они выполнили. Молодцы. Турнир провели. Я был на турнире. Я, во-первых, про это большой репортаж сделал. Если хотите, можете посмотреть у меня Да. на канале. Но в целом я увидел, что они очень много вещей каких-то обрезали косты. То есть, например, там не было большого экрана на выходе. Да. Но при этом не могу сказать, что турнир от этого потерял как-то Да. сильно. Люди действительно поддержали, многие пришли. И еще раз повторюсь, что можно их тоже, они сбор продолжают, чтобы закрыть гонорары и все остальное. Но они, то есть, в любом случае закроют, но чтобы им было полегче. Так что, если вы хотите помочь промоушену на мат, то можете это сделать. И вот как раз Нурбек, ты 5 билетов купил, там ребята сидели. Да. Из нашей Наши команды, сидели, да? да. Ну, они потом уступили там всяким агашкам. Да. Вот, но в итоге, да, в любом Ну, случае, вот так у нас в Казахстане агашек надо уважать, да. их места отдавать. Если хотите помочь Намаду, принесите деньги в Найзу. Да, мы купим билеты у них. Да, потом это конвертнется. Нет, это просто крутая история, что ребята не опустили руки и все-таки Я про это и говорю, помнишь, я же про это говорил, что меня подкупает то, что они не сдаются. Я же говорю, если они выживут, они будут крутыми. Ну, опыт приобрели. Такой Да? даже. Да, Что? Жуман победил. Вот он сказал опять в очередной раз, что последний бой точно в Найзе, еще 10 побед на Маде и потом в Найзе. А сейчас 9-0, да, у него? А как Аю проиграл? Аю, против Разбил него был его Мурат Халидов. Халидов, это очень сильный, Да? это сейчас Да. наверное, номер 1 по кулачке в России. Не падал Аю? Ну, не падал, но его жестко, он лицо вообще жестко избито у Аю. И, Мурат Халидов, это, во-первых, настоящий тяжеловес, потому Да. что Аю все-таки искусственный Большой. тяжеловес. А ее надо Во-вторых, он 90 мастер спорта по боксу. У него, кстати, тоже история, он там несколько лет, катался. да, в местах не столь отдаленных просидел, вернулся оттуда и стал вот очень крутым кулачником. Короче, классный бой, они друг друга респектанули, потом Халидов чуть не подрался с Васифом С Аббасом Васифом. во время его боя, потому что Васиф там на тренера накричал его. Короче, Что там... такое Васиф? Аббасов бился главный бой вечером. Он чемпион в 77 Намада. Намада был. И сейчас вот 70 били. Я видел с Эдельным тоже этот месяц, они с Тердамом. Это этот Халидов сделал. А Васиф, он маленький, он 70 килограмм весит. Да, кстати, интересно, что профессиональные боксеры хотят в кулачку, потому что, видимо, в профессиональном боксе реально сейчас сложно какие-то себе большие денежные бои Ну найти, да, это не да. идут в кулачку. Вот, в принципе, просто хотел сказать, что ребята спорт. сделали, и мне кажется, важная история. Мгм. Так, ну все, нам говорят заканчивать. Ну все. А что мы обо всем поговорили? Час ровно. Не, Небольшой больше, расход. но... Больше? Нет, час. 1,5. Мы в 2:30 начали. Ну ладно. Мы позже начали. Да, мы можем и больше, если вы хотите это Не, ну, в задонатить целом, что, на Изе, нормально, очень на новые хорошо кассеты. поговорили. Я считаю, что... Да. На ВХС. Следующий бой у нас в Караганде, о нем надо... Да, уже Почему я Нурбек, мне затрагивал? кажется, чуть-чуть его подогрел. Багдад Жубаныш против Казбека Сагына. Главное событие Наверное, вечера. одно из ожидаемых событий. Прогнозы? Реванш. Миша, прогноз. Да я думаю, что Ну, а сейчас... ты сделай, что ты?
Я не знаю, мне надо посмотреть, во-первых, какие-то материалы Надо, со сборов. надо, знаешь, что отметить? Будет драться Бижан с этим малазийцем, который в рейтинге Который выше. первый, да, номер? Да, выше там и Казбека, и Багдада стоял. По да, там. ММА? Да, первый Да. номер, он 53 килограмма. 53 килограмма. А, я Да, подумал, что первый. Бекжан. Я понял, я не про того подумал. Окей. Бижан это Да-да-да, я понял, таджик, который- наш, Да, да. Хожалиев. Тоже сильный пацан. Ну, там, знаешь, 53 такая рубка будет, елки-палки. Надо посмотреть. А еще Абул Касым есть. Мне нравится Вообще эта бомбовый история. карт, да? Да, Я хороший вот карт. Ну, Караганду 53 собираюсь. с Карбеком не будем биться, даже что бы не было. Не, ну, 57. как-никак, это же в итоге в любом случае история с 53 началась. Они Ну дерутся да, сейчас да. 55, Да, чтобы ты да, понимал. да, да. Надеюсь, вы об 55. этом Может знаете. быть, через пару лет. Конечно, знаю. Может, через пару лет они в 70. А пояс будут будет, уже нет? Не, пояса нету. Ну, главный бой вечера. Что, опять какой-нибудь Да. картоном, может, что-нибудь сделать, там, не знаю. картон. Бананы брать. же. Нет, от штанов ремень. Картонов могу сделать. Бананы, которые продают. Может, кубок просто купить, кубок какой-нибудь. Да? Да, Это, хотя бы что-то спортмастере. сделайте что-то. Ну да, Какой-то кстати, кубок. реально, пацаны заслужили. Может, мы свой Да. кубок привезем Пацаны, на заслужили. который Пацаны пока выиграли. ничего не заслужили. Боя еще не было. Может, на Изовский кубок привезем. Может, фаниле Прям отдать? при- У него как бы не Найзы, у него Найза Fight Night же. А Фаниль же всем пояса раздает. Может, сейчас тоже пояс поставить. А кому он раздал? Он же продал свой пояс. Серьезно? Благотворительный. А, Да. на благотворительность. Это святое дело. Первый пояс. Да. Второй не отдал. Окей, друзья, подписывайтесь на все наши социальные сети, и наш Инстаграм, и наш ТикТок, и наш Ютуб, на котором мы каждую неделю для вас выходим по понедельникам, для того, чтобы поделиться с вами свежими новостями. Не забывайте подписываться на социальные сети наших гостей. Эдуарда Базрова, главного тренера Дартим. Он как раз много всего интересного выкладывал о сборах. Там и кроссы показывал, и, в принципе, какую-то внутрянку. Про Фаниля Рафикова тоже не забывайте. Скоро он подерется с Марифом Пираевым. Ближе к бою мы тоже что-то интересное сделаем. Кстати, здесь, в Алмате, баланшлаки. Да, 23-го конференция еще будет. О, вот. А бой когда? 13 Конференцию июня. костюмчики оденем, да? 13 июня? Да. Опять Славу 13 июня подошлем, бой, и потом, чтобы ты выиграл. 23 мая Напишу. пресс-конференция. Приходите. Прикольно. Да, кстати, я тоже постараюсь быть. Постарайся. Да. А, кстати, Да. еще один вопрос. Это горилла макет или настоящий? Настоящий. Можешь пить. У тебя забрать даже его. без сахара, если что. Или ты Серьезно? сахаром хочешь? Да. Без Видишь, сахара. что Не, без написано? сахара. Без сахара вкуснее? Ну, смотри, здесь написано Zero Sugar, видишь? Потом, Эдуард, справься с этой энергией. С собой которую ты можно? по- Да. Конечно, можно. Потом Две- справься с этой две энергией. забери. Две забери. Дайте, пожалуйста, мою. О, что ты меня убить Этому хочешь? гиганту. Что, 4 забираем? Да, это ваш приз, ага. Это ваш Это ваш гонорар. гонорар. А, вот же этот приз, который Казбек и Багров. А, может, из этого так можно же их распрямить и сделать Да. горилла пояс. Корону. Не-не, Чем? помнишь, раньше в Глории кубки давали? Можно Да. вот, они вот такие. Перельем туда трубчатые гориллу. были. Вот так Пацаны, несколько соединить. Можно корону. Помнишь, пацаны гориллу? рассчитывали на эту Кто-то гориллу, сделал. как они Даник смотрели, да, ты мне их отдал. Даник, Ты бы лица сделай видел. корону из горилл. И у нас там Все, ящик. друзья, встретимся через неделю. Всем удачи. Все, спасибо всем. Лайк, комментарий. До свидания. Фуф.